Здравствуйте. Время новостей на АТР. Сегодня 2 мая, понедельник. Это 795-й день аннексии Крыма. В турецком городе Газиантеп произошел взрыв. Погибли 2 человека, 23 ранены. Среди пострадавших 19 полицейских. Взорвался заминированный автомобиль. После взрыва слышали стрельбу. Служба безопасности Турции подозревает, что нападение совершил боевик экстремистской группировки «Исламское государство», отец которого был задержан накануне во время полицейского рейда. Город Газиантеп граничит с территорией Сирии, которая находится под контролем группировки «Исламское государство». 32 человека погибли и 75 получили ранения в результате двойного теракта в городе Эс-Самва на юге Ирака. По сообщениям местной полиции, взорвались 2 автомобиля. Первый взрыв произошел около полудня возле автобусной остановки в центре города. Через 5 минут раздался второй у муниципального совета. Ответственность за теракты никто на себя не взял, однако власти подозревают группировку «Исламское государство». Она контролирует территории на западе и севере от Багдада, однако в последнее время под давлением иракских и коалиционных сил вынуждена была отступать. Батальон имени Намана Челебиджихана должен стать крымско-татарской армией в составе украинской армии. Такое мнение высказал координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов во время интервью проекту «Крым Реалии». По его мнению, после запрета деятельности Меджлиса на полуострове крымско-татарский народ должен осознать необходимость создания собственной армии. Я говорил о том, что будет АТР, а потом будет Меджлис, а потом будет весь крымско-татарский народ, будет запрещен. Уже вот после того, что сейчас сделала Поклонская, это оккупационная власть, после того, как признан Меджлис экстремистской организацией, теперь можно любого крымского татарина объявлять экстремистом. Уже не нужен никакой суд или что-то еще. Тройка приняла решение, или вообще одна умалишенная девушка приняла решение, и все. И уже можно любого человека объявлять, особенно крымского татарина, даже того, который сидел дома и надеялся, что украинский солдат придет там и его освободит, и постучит ему в дверь и скажет: все, ты свободный. Уже не будет этого. Может быть, сейчас крымско-татарский народ поймет, что все-таки надо делать собственную армию. У нас есть политические свои силы, у нас есть депутаты Верховной Рады, но у нас нет собственной армии. Поэтому мы должны сделать так, чтобы у нас была армия в составе Украины, в лице батальона Намана Челебиджихана. Мы этого добиваемся. Потому что эти люди, эти аскеры, которые будут служить в этом батальоне, дальше, после возвращения Крыма, будут начальниками частей в Крыму. Я так верю в это. Будут командирами этих частей. Мы хотим создать новое направление в нашей национальной политике, чтобы у нас была армия. Потому что если мы собственную армию не можем содержать, то будем содержать чужую, помните, да? Новый председатель Херсонской области поздравил активистов блокады с Пасхой. Андрей Гордеев привез в область благодатный огонь и встретился с бойцами общественного формирования «Аскер». Также новый губернатор области вместе с председателем Генической районной госадминистрации Александром Воробьевым осмотрел площадку под строительство телебашни, которая будет транслировать на Крым. На цьому місці планується побудувати 150-метрову вежу, яка буде трансформувати, транслювати і відео, і інформаційний сигнал на територію України і на захоплену частину території України, на кримську частину. Вежа побудована буде і запуск трансляції. Перша трансляція десь наприкінці жовтня місяця цього року. Якщо це відбудеться, ну це наші такі плани. Якщо будуть якісь перешкоди, я вам особисто... Ви зараз довідку дайте, в якому стані. Все зроблю. Які плани, що етапом стані. А там далі ми подивимося, ми створимо робочу комісію, тому що у нас не було перешкод бюрократичних, часових і так далі. Це питання номер 1. Та принципово це питання. Крим дивиться на Херсонщину, на Україну через Херсонщину. Приймається. На майские праздники в Геническом районе полиции будут помогать казаки войска Запорожского. Для обеспечения безопасности во время майских праздников на территории Генического района Херсонской области выставили 21 дополнительный патрульный пост, рассказал глава Генической районной госадминистрации Александр Воробьев. 17 из них – пеших патрулей в составе национальной полиции, Нацгвардии, батальона Херсон, полка Азов, а также представителей общественных организаций. Занимаемся патрулированием и охраной общественного порядка в городе Генический.
Также наше войско Запорожское считает не только в городе Геническое патрулирование, но и в ряде населенных пунктов района. Патрулирование будем осуществлять на все майские праздники, во время проведения всех майских праздников. И по мере возможности работать с полицией и в будничные дни в городе Геническе. Крымские активисты Геннадий Афанасьев, Александр Кольченко и украинский режиссер Олег Сенцов подписали документы на экстрадицию в Украину. Всех их посадили якобы за экстремизм и террористическую деятельность во время аннексии Крыма. Никто из них свою вину не признает, а все показания осужденных полученные с применением пыток. Документы на экстрадицию, по словам журналиста радио «Свобода» Антона Наумлюка, передали сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний для отправки в Министерство юстиции России. Посольство Украины в Москве забросали фаерами. Провокацию устроили активисты партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия». Акция посвящена годовщине трагедии в Одессе 2014 года. Участники развернули транспарант «Смерть палачам, свободу Одессе», разбросали листовки и забросали посольство Украины фейерверками, после чего их задержали. Меджлис – жертва путинского ГУЛАГа. В Москве общественные активисты устроили одиночные пикеты у Соловецкого камня в поддержку крымских татар. Основной темой пикетов стало давление российских властей на Меджлис крымских татар, который Верховный суд оккупированного Крыма признал экстремистской организацией. Этой зимой и весной происходят акции по дискредитации крымских татар как экстремистов и террористов. Происходят аресты, задержания. Арестовано сейчас, насколько мы знаем, 8 человек. Без вести пропало более 20. Мы не знаем, что будет дальше. Меджлис объявлен вне закона. Мы желаем мира на райской крымской земле, но его не будет, пока будут преследовать коренное население крымских татар, которых в 1944 году уже депортировали один раз, а теперь их выдавливают с родины. Это очень независимый народ и как раз совершенно не склонный к экстремизму. И я думаю, что путинский режим пугает их способность к самоорганизации. Ведь меджлисы – это своеобразные такие центры организационные на местах. То, что не получилось в стране Советов, самоорганизации снизу, получается у крымских татар. У них очень хорошо все организовано. Вот, видимо, такой сплоченности и слаженности в достижении своих целей боятся путинские. Поэтому крымские татары им опасны. В Санкт-Петербурге полиция помешала демократам участвовать в первомайском шествии. Участников коалиции «Демократический Петербург» вырвали из колонны митингующих, потому что они якобы не зарегистрировались в шествии. Активисты держали в руках флажки Евросоюза, Украины и крымско-татарский флаг. В последнем нашем уточнении к уведомлению было написано, что мы согласны на любое время с 10 до 19 часов пройтись 1 мая по Невскому проспекту, даже отказаться от митинга. Ну и даже в это время у властей города не нашлось для согласования нашего мероприятия. И они сказали, что конкретно мы не можем решить этот вопрос, вы не указали точное время. В предыдущих 2 уведомлениях было написано точное время, разная площадь. Но вот сейчас мы собрались несогласованно и вышли все равно в этот день, как мы делали очень-очень много лет. Убирай говно свое, убирай свои тряпки. Убирай свои тряпки. Убирай свои тряпки. А давайте локтями пихается. Убирайте. Давайте яйцами. Убирайте несанкционированный флаг. Убирайте несанкционированный флаг. Этот идиот набросился на женщину со сломанной рукой. При этом полицейские требуют убрать флаг, что я провоцирую нападение. Ну это вообще смешно. Вот. Чуть не сломал мне опять руки 2 раз. Руки прочь от крымских татар. Ну, тихо. Задержи!
стою просто. Что вы, дерутся с кем-то? Вы вот смотрите, кто нападает. Не надо руками делать. Слушайте, руками не я, а вы. Зачем вы меня трогаете? Основание мне скажите. Пройдем. Разойдитесь, работа сотрудников полиции. Разойдитесь. Спасибо. В столице оккупированного Крыма прошла первомайская демонстрация. Не такая многочисленная, как была раньше. Участие в нынешней приняли чуть более 3000 человек. Среди участников были представители крымских предприятий, трудовых профсоюзов, общественных организаций и политических партий. В этом году 1 мая совпало с Пасхой, но в Крыму преобладал коммунистический дух. В Феодосии, преданные коммунистическим идеям граждане, вышли на демонстрацию. Шествие сопровождали оркестром. В руках советские транспаранты, слышны лозунги из прошлого и музыка, которые провожали на смерть. Упрощенная процедура получения крымчанами справки о рождении украинского образца позволяет получить этот документ всего за несколько дней. Так заявляют в Министерстве юстиции Украины. Раньше на это уходило несколько месяцев. Механизм исключил из цепочки инстанции апелляционный суд, а районные суды и ЗАГСы обязал рассматривать заявление немедленно. Наши журналисты прошли весь путь вместе с крымчанином, который приехал в Киев получить свидетельство для сына, родившегося уже в оккупированном Крыму. Что из этого получилось? Смотрите в сюжете. Крымчанин Эдем, он попросил не показывать его лицо и изменить имя, женился уже в оккупированном Крыму. Осенью прошлого года у него родился сын. В Украине он нашел работу и решил переехать вместе с семьей в Киев. Но свидетельства о браке и рождении ребенка, выданные на полуострове, не признают на материке. Для перемещения его, допустим, выезда на территорию другого государства, мне нужно документ украинского образца. Мне нужно, необходимо для трудоустройства, и чтобы семья находилась со мной. Потому что по-иному варианта нету, чтобы семья находилась там, а я здесь. Захватив документы, выданные российскими властями, Эдем направился к ближайшему районному ЗАГСу. Добрый день. Подскажите, к кому можно обратиться с вопросом? Все, даем вам отказ, даем вам направление в суд. Вы идете, подаете. Как только будет судебное решение, мы сразу исполняем. Через полчаса Эдем вышел с 2 отказами. Следующий пункт назначения – суд Соломенского района. Желание Эдема получить еще и свидетельство о браке сотрудников суда удивило. С таким здесь еще не сталкивались. Прошу просто честно, первый раз сталкиваюсь з таким, що там факт народження і факт смерті нам вже такі заяви подавали. Ми таке вже знаємо, як робити. Це перша справа така ваша. Що стосується реєстрації шлюбу, я чесно говорю, не знаю. Эдем решает проконсультироваться с юристами и отправляется в Крымсоц. Там выяснилось, что в украинском законодательстве для получения свидетельства о браке нет таких процедур, как и для свидетельства о рождении. У Эдема есть 2 варианта – либо затевать судебное разбирательство, либо заново жениться на материке. Но отсутствие украинского брака не помешает ему привезти ребенка в Киев. В свидетельстве о рождении прописываются биологический отец и мать. Поэтому и плюс у нас на территории Украины действует и в правовом поле этот гражданский брак. То есть дети, рожденные в гражданском браке, они, по сути дела, тоже рождены в браке. Эдем решил на время от этой идеи отказаться. Это усложняет ситуацию после общения с компетентными лицами по этому вопросу. Оно меня ни к чему не обязывает, по сути. Я думаю, что этот вопрос можно будет решить по истечении определенного времени. То есть это может быть через месяц-два, то есть это не принципиально важно уже. Эдем вышел от юриста, когда рабочий день подходил к концу. Подавать заявление в суд он решил на следующий день.
Во второй день Эдему только это и удалось. Заседание суда состоялось на третий день. Он оказался последним в эпопее. Эдем с украинским свидетельством теперь может отправляться за семьей на полуостров. Правозащитники утверждают, что сделать это можно было бы еще быстрее, если бы ЗАГСы имели право сами, без суда, принимать к сведению информацию из документов, выданных в Крыму. Ведь таких проблем с документами, выданными на территории Российской Федерации, не возникает. Роман Спиридонов, Ислам Пинка, Заман, АТР. В Киеве наградили победителей детского литературного конкурса газеты «Крымская светлица». Раньше он больше 10 лет проходил в Крыму. После аннексии конкурс возродили на всеукраинском уровне, и теперь он носит имя крымского поэта Данилы Кононенко. Элина Сукач – бывшая участница конкурса. Она уже 1,5 года как переехала с братом из оккупированного Россией Крыма. Сейчас учится в 10 классе и мечтает стать актрисой. Своим выступлением хочет поддержать детей, приехавших из Крыма. Специально одела крымско-татарский национальный костюм. Ой, на Чорному морі, на білому камені, ой, там сидить ясен. В конкурсе приняли участие дети со всей Украины. 8 заявок пришло из Крыма, но никто из них не смог приехать на награждение. Более того, большинство даже не подписали свои работы. Одна річ, коли ти там якогось віршика написав безневинно, а інша річ, коли ти пишеш про події, пов'язані з анексією і з війною на Сході. Це небезпечно. Але Крим теж відгукнувся. Из 80 участников конкурса 15 заняли призовые места. Девочка из Керчи заняла 1-е место в номинации «Проза» за произведение об украинском писателе Тарасе Шевченко. Исмаил Газиев, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Украинцы желают успеха Джамали на Евровидении. Фан-клуб Евровидения в Украине выразил свою поддержку певице, ведь она в этом году представит Украину на международном конкурсе. Украинцы из разных городов записали видеообращение, где пожелали Джамали победить в Евровидении 2016. В этом году Евровидение проведут в Стокгольме. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал конкурса 14. Украину представляет крымская татарка Джамала с песней 1944 о депортации коренного народа Крыма. Привіт із Вінниці, привіт, Джа. Цей пам'ятник у Вінниці називають Олександром Рибаком, який в свій час отримав рекордну кількість балів на Євробаченні. Я бажаю тобі привести ще кращий результат до України. Привіт усім! Дніпро на зв'язку. Мене звати Аліна, а позаду мене популярний Катеринославський бульвар. Я хочу побажати Джамалі всього найкращого. Головне бути собою, показати найкращі результати и довести в Стокгольме, что Украина гідна перемоги. Привет, Джамала, на связи Киев. Меня зовут Ислам. Мне очень сильно нравится твоя конкурсная песня 1944, с которой ты представляешь в этом году нашу страну на Евровидении в Стокгольме. И я верю, что ты достойно выступишь и обязательно принесешь нам вторую победу. И именно благодаря тебе в следующем году мы соберемся в этой прекрасной столице на конкурсе Евровидения 2017. Привіт, Європо! Привіт, Україно! Привіт, Джамало! It's Wrocław calling, and 12 points from Poland go to Ukraine. Від всього серця бажаю тобі, Джамало, натхнення і удачі під час виступу у Стокгольмі. Уся українська діаспора вже приготувала мобільні телефони і буде голосувати за тебе. Ми віримо в твою перемогу, а після неї чекаємо з концертом у Польщі. Пока это все новости. Больше узнавайте из следующего выпуска «Заман» с Муслимом Умеровым в 21:30. Будьте с нами. До свидания.